За 8 месяцев текущего года совершено 529 преступлений общеуголовной направленности, из которых раскрыто более 73%. Министерство внутренних дел все это время работало слаженно и планомерно. Так оценил работу ведомства министр Гарри Аршба. В то же время, как подчеркнул министр, идет работа над раскрытием двух громких преступлений по похищению Геннадия Саная и Максима Яковлева. Совершено в этот период времени 2 похищения на территории Республики Абхазия, которое вызвало общественный резонанс не только на территории Республики Абхазия, но и за ее пределами. На сегодняшний день сотрудники Управления уголовного розыска совместно с другими подразделениями, это совместно с Генеральной прокуратурой Республики, занимаются раскрытием данных преступлений. Проделана определенная работа, но пока конечных результатов не достигнуто. Главной задачей ведомства, помимо раскрываемости, остается профилактика общественного порядка и безопасности, считает министр внутренних дел Гарри Аршба. Профилактика правонарушений в области незаконного оборота и потребления наркотических средств особенно актуальна среди молодежи, так как именно молодые люди подвержены влиянию негативной среды. В течение всего года ведомством проведена большая работа по профилактике и недопущению правонарушений среди подростков. К работе были привлечены психологи, представители общественности, педагоги и родительские комитеты. Проведено анкетирование по группам. Несмотря на все это, наркомания в Абхазии остается серьезной проблемой, и работу ведомства в этом направлении министр считает неудовлетворительной. Мы сегодня должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы Абхазия была страной без наркотиков. Делается очень много работы в этом направлении. Проводятся в школах мероприятия, проводятся с общественностью мероприятия, проводятся мероприятия в районах, в городах, везде. Но я считаю, что этого недостаточно. В республике все еще велик процент дорожно-транспортных происшествий. На дорогах Абхазии продолжают гибнуть люди. В этом вопросе не помогут большие штрафы и бесконечные предупреждения сотрудников ГАИ. За полугодие выявлено более 40 тысяч нарушений ПДД. Только если сами граждане будут проявлять сознательность и следовать правилам дорожного движения, количество ДТП станет меньше, убежден Гарри Аршба. После совершения таких дорожно-транспортных происшествий общественность всегда винит сотрудников ГАИ. Где находился сотрудник ГАИ, почему он не предусмотрел, почему он не выявил, почему он не остановил водителя в нетрезвом состоянии. Понимаете, зачастую бывает так, что он выехал с переулка, разогнался, въехал в столб и разбился. А сотрудник милиции постоянно контролировать трассу, по которым ездят наши сограждане, фактически невозможно. Поэтому самосознание нашего народа каким-то образом должно проснуться или же осознать, что делать такие моменты, садиться за руль в нетрезвом состоянии, это категорически запрещено. Гарри Аршба не скрывает проблем, существующих у ведомства. В первую очередь слабая материально-техническая база, низкая заработная плата и, как следствие, нехватка кадров. В связи с этим в ведомстве начат процесс создания кадрового резерва МВД. В рядах министерства много опытных сотрудников, профессионалов с 30-40-летним стажем, ветеранов службы, готовых работать с молодыми специалистами, научить, подсказать. Ни один квалифицированный сотрудник не должен остаться вне системы, говорит министр. Одной из главных проблем, с которой столкнулся Гарри Аршба, вступив в должность, это правовое и структурное обеспечение деятельности МВД. Многое необходимо изменить, многое переправить, многое восстановить, многое исправить и поставить на те нужные рельсы, по которым должна сегодня работать Министерство внутренних дел. Почему? Потому что работу МВД нужно видеть. Она должна быть прозрачной. Если мы не будем показывать прозрачность в этой системе, это будет означать, что работа абсолютно никакая не ведется. Но, понимаете, имея тот опыт, тот багаж, который я имел на территории Российской Федерации, я хочу также ее направить в то же русло и поставить те же рельсы,
для того, чтобы система Министерства внутренних дел республики работала в этом же направлении. Это начиная с охраны общественного порядка, это борьба с наркоманией, это первостепенная задача, борьба с организованной преступностью, со всеми ее проявлениями, и уже последующие остальные моменты, которые непосредственно должна заниматься Министерство внутренних дел республики. Сегодня для всех подразделений министерства обновляются правоопределяющие документы, нормативные и правовые акты, утверждены должностные инструкции и функциональные обязанности. Разработаны и проходят внутреннее согласование проекты законов о милиции и о службе в органах внутренних дел Республики Абхазия. Гари Аршба коснулся и вопроса паспортизации населения. Срок действия паспортов старого образца истекает в конце года. Паспортным управлением республики принято более 95 тысяч заявлений на обмен общегражданских паспортов. Всего надо обменять около 140 тысяч паспортов. Чтобы успеть завершить процесс обмена до конца года, на эту работу направлены все силы паспортного управления и группы технического обеспечения. Процесс этот в летний курортный сезон, хочу отметить, что шел очень медленно. На сегодняшний день выстраиваются большие очереди в горорганах на обмен паспортов. Я думаю, что к концу года мы с вами встретимся и обсудим все эти моменты, как прошел процесс паспортизации, кто обменял, кто не обменял, кто остался без паспорта, а кто получил новые общегражданские паспорта Республики Абхазия. Как известно, в Абхазии создан совместный абхазо-российский информационно-координационный центр. Из 20 единиц, предусмотренных предельной штатной численностью, 8 специалистов прикомандированы от МВД Абхазии и 3 от МВД России. На это подразделение возлагаются большие надежды, особенно в части противодействия организованной преступности, подчеркнул Гари Аршба. Уже ведется совместная работа по поиску преступников, находящихся в розыске, сообщил министр.